Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В двух наслегах Нюрбинского района ввели режим ЧС. Пожары, начавшиеся с небольшого возгорания, перекинулись на верхушки деревьев и охватывают огнем все большую площадь. Участники федеральной программы «Земский учитель» готовы поехать в отдаленные школы Якутии. Успешно прошли конкурсный отбор 15 человек. Детский лагерь «Сосновый Бор» объявил о приеме детей на июнь и июль месяцы. В этом году приемная кампания летнего отдыха организована через государственный портал. В Тюмюкском и Кюндядинском наслегах главой Нюрбинского района введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. В Тюмюнском наслеге много дней подряд лес горит на площади 110 гектаров. В том числе отмечается верховой пожар на 60 гектаров. Непростая ситуация сложилась и в Кюндядинском наслеге, где огонь, начавшийся распространяться на площади 3 гектара, перекинулся на новые площади. Говоря о лесопожарной обстановке в целом, 12 возгораний тушат на территории Якутии. По данным Минэкологии, площадь, пройденная огнем, от них 900 гектаров. Из них по 3 очага приходится на Нюрбинский и Сунтарский районы, 2 на Ленский и по одному пожару в Усть-Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Верхневилюйском районах. На тушении задействованы почти 800 человек и более 80 единиц техники. Также, по данным Минэкологии, за сутки возникло новых 7 пожаров на площади 70 гектаров. Между тем, в Сунтарском районе работает авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 произвел в районе населенного пункта Тюбяй за сутки 12 сбросов, слив тем самым 36 тонн воды на огонь. Также для защиты Тюбяя работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 10 человек личного состава с необходимым оборудованием. В настоящее время там ведется обустройство минерализованной полосы. Еще одна серьезная проблема для экологии – это несанкционированные свалки. В Ленске их количество растет. Во время майского рейда межведомственная рабочая группа выявила 2 масштабных скопления – за микрорайоном Алроса и в микрорайоне Северный. Как ищут виновных и какими будут последствия, выясняла Юлия Золотарева. Еще 3 года назад в этом лесу можно было гулять и собираться на пикник. Сегодня здесь настоящая помойка, говорит жительница микрорайона Алроса. Кроме строительного мусора добавились автомобильные шины. О безответственном поведении людей Екатерина рассказала в своем инстаграме. Подписчики возмутились, а реальную помощь предложил только один. Откликнулся один человек, мужчина, который предложил помощь и материальную, и в том числе предложил найти трактор небольшой. Но здесь объемы таковы, что одним небольшим трактором здесь не управиться, то есть здесь нужна техника посерьезней. И не только техника. На публикацию Екатерины отреагировала межведомственная рабочая группа по выявлению несанкционированных свалок. Провели обход, оценили масштабы. 220 квадратных метров твердых коммунальных отходов и 33 шины 4 класса опасности. Нашли и первую зацепку – квитанцию 2018 года. Квитанция вместе с чеком – это уже одна из форм доказательств вины человека, который, в общем-то, оставил ее здесь, эту квитанцию. Виновному предложат убрать весь мусор самостоятельно, но без штрафа не обойтись. Это нарушение санитарной безопасности леса. Мы сейчас будем материалы передавать прокуратуре. Там дальше прокуратура Ленского района будет определять именно собственника земельного участка. Это может быть Ленский район или город Ленск. И потом уже вот собственники будут работать с региональным оператором. А эта свалка не в лесу. В жилом микрорайоне Северный во двор дома стащили разбитые машины. Они помешали сотрудникам пожарной службы. Техника закрывает гидранты. В случае возгорания МЧС не успеет потушить многоквартирные дома. В ближайшее время, мы примем меры для того, чтобы эти транспортные средства были убраны с территории общего пользования. Так как это в правилах благоустройства четко записано, что возле многоквартирных домов запрещено, без согласования соответствующих администраций находиться таким предметом. А пока члены комиссии пройдут по квартирам ближайших домов, чтобы найти владельцев транспорта. Виновные оплатят штрафы от 5000 рублей. Если технику не уберут за 10 дней, дело передадут в суд. А бесхозные машины отправятся на свалку. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край».
11 районов Якутии могут войти в программу бесплатной газификации домовладений. Это столица республики, а также Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Мирнинский и Ленский районы. Напомним, что 1 июня Госдума России приняла поправки в закон о газоснабжении в нашей стране в третьем чтении. Согласно ним, газ до границ участков домов жителей страны будут подводить бесплатно. Газификация продлится до 2023 года. Кроме того, изменения в том числе предусматривают введение института единого оператора газификации. Им станет собственник единой системы газоснабжения «Газпром» и его дочерние компании. Новая методика распределения бюджета позволила районам учесть особенности транспортной доступности и масштабов расселения при выделении дотаций. Региональный Минфин в 2020 году для усовершенствования межбюджетных отношений и выравнивания обеспеченности муниципальных образований внес изменения в методику распределения субвенций по принципу модельного бюджета. А с 2021 года производится оценка расходных обязательств городских и сельских поселений. Также оценивают доходный потенциал каждого муниципального образования из расчета на одного жителя. Межведомственной рабочей группой выработано 10 предложений. В основном эти предложения идут как корректировка именно расходных полномочий, именно расходов на выполнение вопросов местного значения. Здесь в основном очень много предложений было по учету коммунальных услуг на содержание социальной сферы. На уровне поселения у нас имеются дома культуры, многофункциональные центры, спортивные залы, ну и здания администрации. Мы уточняли нормативные расходы на коммунальные услуги по спортивным залам. В рамках нацпроекта «Демография» в Якутске в этом году откроются сразу несколько новых объектов, в частности в сфере здравоохранения и образования. Региональный Минстрой организовал пресс-тур для журналистов, где рассказали и показали объекты, которые будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. Материал Дмитрия Тымырова. Вопрос обеспечения детей местами в детских садах в Якутске стоит особо остро. Чтобы решить этот вопрос, по федеральной программе «Демография» на территории республики возводятся сразу несколько объектов образования. Из них большое количество строится именно в столице региона. Все идет в плановом режиме, и объект будет введен в те сроки, которые запланированы по контракту. Это будущий детский сад на 240 мест в Новопортовском квартале. Его начали строить здесь в прошлом году. Сегодня готовность объекта составляет 50%. Сейчас начали все эти уже отделочные работы, уже шпаклюем, готовим покраски. Ну, со следующей недели начнем установку дверей. Ну и фасад, я думаю, что недели через 2-3 мы должны закончить. И приступаем на этой неделе к благоустройству. Новый детский сад планируют сдать уже в ноябре этого года. Он будет оснащен всем необходимым и будет соответствовать госстандартам. У нас будут оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. Будут кабинеты для дополнительного образования. Это кабинет по робототехнике, по изобразительной деятельности, по обучению английскому языку. И еще дети будут изучать якутский язык. Помимо этого, здесь будет спортивный зал и большая прогулочная веранда. Следующим объектом в рамках пресс-тура стал уже готовые объекты. Это здание дополнительной группы детского сада «Светик-семицветик» на территории 203-го микрорайона. Объект готов, осталось получить лицензию на право введения образовательной деятельности. Дополнительные группы рассчитаны на 85 детей. Как и сказали, одна группа будет с 0 до года и 2 группы с 2 до 3. Ну, мы планируем открыться с 1 сентября. Программа у нас будет вестись по вдохновению и по программе «Первые шаги». Педагоги набраны, мы уже готовы. Как получим образовательную лицензию, мы рады встретить наших детей 1 сентября. Последней точкой пресс-тура стал уже возведенный детский сад в микрорайоне Прометей. Он строился по программе «Демография», уже функционирует с января этого года. К нам дети ходят из Покровского тракта, и со стороны ДСК, Сергеляхское поле мы также охватываем небольшое количество, да? Поэтому потребность есть. По словам родителей детей этого детского сада, отрадно, что власти региона работают над существующей проблемой, и каждый год открываются новые детские сады и школы. Я родитель 3 детей, и они все ходят сюда, в этот садик. Очень нужны садики, вот такие именно современные, оснащенные
вот с таким подходом хорошим. По итогам пресс-тура Министерство строительства сообщило, что по национальной программе «Демография» до конца года будут сданы в эксплуатацию еще 26 объектов по республике. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. А участники федеральной программы «Земский учитель» готовы поехать в отдаленные школы Якутии. Успешно прошли конкурсный отбор 15 человек. Всего для участия в проекте было подано почти 200 заявок, но полный пакет документов предоставили лишь 60. Одной из победительниц конкурса стала Екатерина Корнилова. Заканчивает магистратуру СФУ и уже в следующем учебном году будет преподавать биологию и химию в селе Сибян-Кёль Кобяйского района. Напомним, что учителю, переехавшему на работу в сельские населенные пункты Дальнего Востока, выплачивается единовременная денежная компенсация в размере 2 миллионов рублей. Также муниципалитеты оплачивают проезд в одну сторону к месту работы. Недавно сообщили, что я победила в конкурсе. И это было как-то ожиданно, но при этом неожиданно. Я хотела, но не думала, что пройду этот отбор. И сейчас я очень рада и с нетерпением жду, когда поеду. При этом оплачивается проезд, прилет в Кобяйский, в Сибян-Кёль. И также проживание в Сибян-Кёле аренду оплачивает школа. Детский лагерь «Сосновый Бор» объявляет о приеме детей на июнь и июль месяцы. В этом году приемная кампания летнего отдыха организована через портал госуслуг. Родители уже могут подать заявление. Для этого сначала нужно зарегистрироваться или уже иметь учетную запись на портале. Далее в разделе находит направление на отдых и оздоровление детей. Заходит на данный раздел, и портал автоматически родителя переведет на его личный кабинет в госуслугах. Через логин и пароль проходит в госуслуги и находит муниципалитет, куда собирается родитель направить своего ребенка. Это может быть любой район республики или же город. Выбираем и начинаем заполнять заявление, формы заявления, данные заявителя, данные ребенка. Далее в свойствах ДОЛ, то есть детского оздоровительного лагеря, родитель находит смену, в которую планирует отправить ребенка, и ставит галочку «без льготы». Получив заявление, организаторы направят в адрес родителя ответное сообщение о приеме ребенка в лагерь либо об отказе. Вторая смена под названием «Я гражданин мира» стартует 19 июня. Напомним, работа первой смены была отменена из-за текущей эпидемиологической обстановки. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.